Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем сведет вас судьба в самое ближайшее время? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, боже мой. Ну, мужчину тут показали. Мужчина с вот таким огроменным сердцем. Мужчина. Сердце доброе, характер просто отменный, положительный. Мужчина просто на вес золота. Сама доброта, сама как покладистый очень, да, вот на него можно положиться в любом вопросе. Мимо не пройдет, не обидчивый, не капризный, ну прям душечка, а не человек. Сердце очень большое показали. Именно с этим человеком сведет судьба. А вот вас как-то странно показали, что вы очень худенькая и что какой-то камень у вас на дороге. Камень, он же как пиковая масть. Может быть, у вас сейчас какие-то очень большие проблемы в жизни, либо вы с чем-то таким столкнулись, что не можете сами исправить, да, ничего не можете с этим поделать. Вот как помощь вам нужна, как сильный человек вам нужен рядом, как тот, кто прольет свет, либо тот, кто поможет вам с этим камнем справиться, обойти эту пиковую масть, да, не получить удар, избежать этого удара. Здесь, ну вот явно не просто так вас ведут, у мужчины как миссия, да, мужчина должен вам путь осветить, мужчина должен вашим путем пройти и вас, я так понимаю, на руках пронести. Ну, либо сделать все, чтобы вы, например, справились, да, не упали, прошли, обошли, может быть, да, даже эту проблему, этот камень обошли. Здесь еще как коса угрожающая висит, да. Может быть, это проблема, либо это сложность в жизни может вас подкосить, либо выбить вас из колеи. То есть болезненно. Это не просто проблема, это не просто вот навалилось, обрушилось, а это прям болит, либо болеть может, да, если вы не справитесь. Вот вам судьба и посылает такого доброго человека. Мужчина мне идет светлый. Мужчина либо блондин, либо русый, ну, либо прям очень седовласый, да, вот что кажется, что он беленький. Имя у него очень красивое, звонкое. Вам нравится, либо это одно из ваших любимых мужских имен. А еще вот у него то ли прозвище смешное, то ли фамилия смешная. Вот он как скажет, да, и все смеются, и вы будете смеяться. Вот вспоминать будете по фамилии, его сами себе вспомните и прям рассмеетесь. Смешное прозвище, либо фамилия, а имя очень-очень красивое. Мужчина по возрасту, ну, может быть, чуть-чуть постарше, чем вы. Ну, а может быть такой же. Но там разница прям совсем неощутима именно по годам. Но по внешним признакам он выглядит старше. Вы выглядите гораздо младше. Вот. И еще здесь показано, что этот мужчина, он такой контактный. У него так много друзей, у него так много знакомств. Вот как будто бы его все знают. Ну, допустим, живете вы в небольшом городе. Его все знают. Живете вы в большом городе, он со всеми важными людьми, значит, за руку здоровается, да, непростой человек. И еще здесь какой-то вот мост в прошлом, недостроенный мне идет, да, возможно, когда-то давным-давно вы с этим человеком контактировали, может быть, даже он за вами ухаживал, а вы, например, выбрали другого, ну, либо как-то там у вас не случилось, не получилось, то есть это не посторонний, ну, это не новый мужчина, да, это уже знакомый мужчина, просто вас в свое время судьба развела, либо вы сами разошлись, а теперь судьба в нужный момент вас, получается, сводит.
Ой, мужчина ничего не забыл. Девочки, прям ничего не забыл. Он вас так будет удивлять воспоминаниями, прям в деталях будет вспоминать, в чем вы были одеты в тот-то день, столько-то лет назад. Вы прям будете стоять и думать, что экстрасенс какой-то, либо ты там все записывал, да? Что за человек, вот он все помнит, вот в деталях, с подробностями, и в интонациях, красках, да, будет вам это все рассказывать. Вы прям аж вот так руками, ох, ах, да. Ну что сказать на это? Ну, запомнил, да. Я вам скажу, почему он запомнил. Потому что вы для него роковая женщина, вы для него всегда желанные были, всегда он к вам тянулся. Но вот мне почему-то идет, что вы тогда не его выбрали, что вы какого-то другого мужчину выбрали. Может быть, даже пожалели. А может быть, ну, рукой махнули и сказали, ну, что есть, то есть, да. Может, к тому другому, да, тянуло очень сильно. А этот вот прям слишком положительный был, да, неинтересный, положительный. Мы же, девчонки, такие, да, много парней хороших, а вот всегда тянет на плохих, вот как зараза какая-то, да. Ой, ну, в общем, и смех, и грех, мои хорошие, вы с этим человеком встретитесь буквально на днях. Причем встретитесь в каком-то, ну, публичном, общественном месте. Это может быть что угодно, начиная от какого-то офиса, заканчивая там, не знаю, торговым центром, рынком, магазинчиком, да, вот где-то вы там прям столкнетесь. Причем действительно вот прям столкнетесь, да, может вы на него наступите, может он на вас наступит, может как-то в дверях столкнетесь. Ну вот идет не столкновение, он вас сразу узнает, а вы его нет. Нет, ну вы так посмотрите, ну знакомое, да, что-то знакомое, что-то напоминает. А потом уже, когда он начнет вам говорить, вы тогда, да, точно, это же ты. Вот как-то так мне идет. А он прям сразу обомлеет, когда вас узнает, прям аж вспыхнет. Мне идет, что он прям такой весь красный будет, щечки красные, глаза горят. И вот он такой, ой, надышаться не может, да, вас увидел. Вот. Еще мне вот идет, что он специально как-то вас, ну, не хотел, наверное, забыть, а скорее ему больно было видеть вас другим. Да? Может быть, он там другими дорогами ходил, может быть, он в свое время там куда-то уезжал, да? Чтобы прям, ну, не болело так сильно, когда видит вас другим. Вот что-то мне идет, что вы другого выбрали. Ну, встретитесь, поймете, да, о ком речь. Вот. И давно, видно, он вас не видел, и вот увидит и обомлеет, потому что вы не поменялись, вы только краше стали, все молодее, молодее, да, скоро в лялечку превратитесь. Вот настолько вы хорошо выглядите. Вот. Ему, конечно, будет немножко неприятно за свой внешний вид, и, конечно же, он тоже в зеркало смотрится, понимает, что он такой уже немножко потрепанный, поизносившийся, да, по жизни. Поизносился, поиздержался. Ну, ладно, как бы это уже мелочи. Я вижу, что у вас такой теплый, душевный разговорчик ждет. Вы где-то вот с ним присядете, либо в сторонку отойдете. Но мне идет, что вы куда-то вот вместе пойдете. Как за столиком каким-то сидите, ну, либо на лавочке. И прям как сядете, как проговорите несколько часов кряду, вот вы ему пожалуетесь на свою проблему, а он прям загорится и скажет, да что ж ты плачешь, да милая, хорошая, да ерунда какая-то, я людей знаю, и у меня возможности есть, да я там то, я там все. И вот, девочки, он вас в обороты, и не успеете вы опомниться, как этот мужчинка и дело вам сделает, и от проблемы вас избавит, и путь вам этот осветит, и косу подвинет, да, и камушек с вашей дороги приберет. И вы такая счастливая, довольная и благодарная ему будете. Но сразу хочу вас предупредить, девочки, отношения по благодарности – это дурной путь. Если у вас на него сердце не отзывается, нет этого ёканья, да, то лучше и не надо. Потому что мужчина очень хороший, и обижать такого мужчину, ну, это грех. Это грех, и сами потом себя будете пинать за это. Вот мне идет, что судьба его посылает как помочь, вам именно помочь. Вот так сложились обстоятельства, что в силах помочь вам только этот мужчина. С его связями, с его возможностями, с его добротой. Да? Вот именно он вам может помочь. Вот для этого вам его и посылают. Конечно, он будет рассчитывать на большее. Конечно, он будет мечтать о большем. Может, он и не попросит у вас большего, но он будет об этом мечтать. У него будут надежды на вас, на то, что вы, может быть, по прошествии лет все-таки на него откликнетесь, да.
Вот, ну вот будете с ним общаться. Если вы чувствуете, что вот сердце ёкнуло, что это вот прям герой мужчина, да, в ваших глазах, ну, конечно, такие-то поступки сделать, то, как говорится, в добрый путь. Я вижу, что этот мужчинка вас никогда не обидит. Единственное, что он в отношениях уж слишком какой-то сладенький, приторный, да, он немножко навязчивый, он прям будет за вами хвостиком ходить, он вот подойдет к вам вот так вот, прям облокотится на вас и давай вас наглаживать, да, и говорить, какая вы у него хорошая, какая вы красивая. Да. Мужчина, который голоса не поднимет, мужчина, который, вот его спросишь о чем, а он, а как ты хочешь, а как тебе нравится, а как ты решишь, да. И вот есть женщины, которые такого не любят. Вот есть женщины, которые любят перец, причем такой ядреный, чтобы там, да, с мужиком там пободаться, потом вместе там любовь, морковь, и так что прям стены ходуном ходили и крыша взлетала, да. Вот есть такие девушки. А есть девушки, которые, да, действительно любят таких вот дамских угодников, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, еще раз говорю, вам решать. Его основная задача и цель, почему судьба вас водит, это для того, чтобы он вам помог. А как вы уже решите, так оно и будет. Никакого принуждения здесь нет. Единственное, что, да, вы будете видеть, ощущать, да, с какой надеждой он на вас смотрит, как он в глаза вам заглядывает, как в рот вам заглядывает, как вот прикоснуться, хоть случайно, ну вот прикоснуться к вам хочет. Ну, женщина это чувствует, женщина это видит. Да? Мы всегда знаем, кому мы нравимся, кому нет. Тем более, ну, мужчина там близко будет к вам находиться, да? У вас зрительный контакт, все это будет. Вот. На себя ярлыков не вешайте и долги себе тоже там не записывайте. Судьба привела того, кто может помочь. Судьба откликнулась на вашу мольбу, да? Вы ведь у судьбы просили, ну помоги, ну подскажи, ну избавь меня от этих трудностей, от этого огромного каменюки избавь. Вот вам и судьба откликнулась. Дала вам того, кто может именно сейчас вам помочь. Что будет дальше, решайте сами. У мужчины тут грандиозные планы на вас будут, ну, грандиозные надежды, даже не планы, надежды. Он будет надеяться, но он не будет вас принуждать ни в коем случае. И не будет вам говорить, что теперь ты мне обязана, да, теперь ты моя навеки. Нет, конечно, он так не скажет. Он очень хороший и добрый человек. Я же говорю, с огромным таким теплым, добрым, любящим сердцем. Он идет, чтобы вам помочь, чтобы вас вот именно от этой беды уберечь, предотвратить, с вашего жизненного пути подальше убрать. Ну, а дальше уже вы сами. Вы сами. И еще раз говорю, если вы чувствуете, что это не ваш мужчина, да, вы ему благодарны, как друг, прям самое оно, ну, как любимый, нет, вы ему тогда об этом прямо и говорите. Вот. Он не обидится. Конечно, ему будет неприятно, но он не обидится. Он вам будет благодарен за вашу честность, за то, что не стали ему голову морочить, да, что из чувств благодарности не стали его, ну, типа, терпеть. Да. Возможно, вы станете со временем друзьями, а возможно, вы станете любящими людьми. Кто знает, пути Господни, они неисповедимы. Мы смотрим на ближайшее время, и на ближайшее время вышла именно такая картиночка. Вот. Вас, мои девочки, я прошу ничего не бояться. Вас слышат небеса, и судьба на вас откликается. То, что вот эта проблема у вас на жизненном пути, все это решаемо, и благодаря этому мужчине точно решится и разрешится. И вы никому ничего не обязаны. Никогда об этом не забывайте. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.